Добрый вечер. Вы смотрите Якутия Лайв. С вами Сергей Михедов. Что думают жители других регионов и стран, когда слышат название нашего региона – Якутия? По статистике, большинство сразу же вспоминает про алмазы и оленей, многие упоминают и суровый мороз. Внутренний туризм – направление, которое с приходом пандемии стало очень активно развиваться. Еще одним плюсом и помощью для развития туризма внутри страны послужила помощь от государства. Действует туристический кэшбэк, для жителей Дальнего Востока есть субсидированные билеты. О том, как отдохнуть в Якутии и за ее пределами, мы поговорим с сегодняшним нашим гостем, гендиректором агентства развития туризма в Якутии Дмитрием Громовым. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, Сергей. Вы сегодня у нас впервые в гостях. Поздравляем вас с назначением, во-первых. Насколько нам известно, вы прошли большое количество кандидатов для того, чтобы занять эту должность. Расскажите о том, как проходил отбор и какие задачи вы ставите перед агентством. Отбор проходил в открытом виде, то есть там мог участвовать любой человек, любой желающий, который соответствует требованиям. Да, действительно, отбор был интересным, он был в 4 этапа, но и в финале нас осталось 3 человека из нескольких десятков человек. Но и комиссия, которая составляла в основном экспертов из общественности и из бизнеса, они сделали ставку на меня. И вот прошло, получается, 5 месяцев, как я работаю на должности генерального директора агентства развития туризма. На сегодняшний день я могу с полной уверенностью сказать, что есть у нас министерство, как ГРБС, то есть главный распределитель бюджетных средств, который определяет правила в лице министра Тимура Юрьевича Ханды. Задача агентства непосредственно консолидировать бизнес у нас внутри региона для того, чтобы мы внутренний валовый региональный продукт, вклад туризма именно в ВРП региона увеличивали. На сегодняшний день вклад туризма в общий ВРП региона, если убирать сырьевой фактор, не сырьевом секторе экономики, он составляет более 2%. Это довольно-таки значимая сумма, несмотря на то, что, казалось бы, туризм у нас не так сильно распространен по сравнению с другими регионами, особенно у тех регионов, у которых есть море. Но если в целом, общими словами говорить, если человек у нас, наши жители Вилюйской зоны улусов, путешествует у нас в Амбинске, или в Аймеконске, или в Хангаласские улусы, это у нас нулевое сальдо. То есть это деньги, которые крутятся внутри региона. Когда наши земляки выезжают в Крым или в другие зарубежные страны, где есть море, то есть за пределами республики они выезжают, это отрицательный сайт, то есть это деньги, которые вживую уходят из нашего региона. Задача агентства непосредственно создавать такие условия, чтобы к нам приезжали гости из других регионов, и чтобы валовый внутренний продукт, выручка оставалась в нашем регионе. Если это вкратце говорить, то, естественно, агентство у нас на сегодняшний день как раз является тем мостом между государством и бизнесом, непосредственно занятым в этой сфере. А сфера туризма, на самом деле, по закону, она определена как турпоток, если определен как это человек, который переночевал у нас в объектах размещения, то есть гостиницы. Это считается у нас уже один человек у нас в турпотоке. Но сейчас тренд идет такой, что действительно важно измерять вклад отрасли туризма именно вкладом в ФРП региона. Это важно, потому что человек, который заночевал у нас в гостинице, он не только просто ночует, он, во-первых, приезжает. Если он приезжает в нашу региональную авиакомпанию, это деньги в наш регион. Если он перемещается внутри региона на местных перевозчиках, на такси, например, это тоже выручка нам. Он кушает обязательно, он что-то увозит с собой, какие-то материальные впечатления. Это все в совокупности является вкладом туризма в общую экономику нашего региона. И действительно, у туризма в нашем регионе по сравнению с другими регионами Дальнего Востока у нас очень большой коэффициент мультипликатора. То есть рубль, вложенный в туризм, он дает почти что 20 рублей в совокупности в общей выручке нашего региона. То есть он не только общепит, там еще много-много-много всего связанного, начиная от поставки местной продукции, начиная от заказов нашим швеям. Это все накладывается на нашу общую ВРП региона. Но я напомню, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по телефону 42 14 39. Ну или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp +7 914 235 05 02.
Пандемия очень сильно подкосила туристическое направление, были закрыты страны, и даже какое-то время нельзя было передвигаться по городу, были закрыты отели. Что было сделано со стороны власти, чтобы сохранить это направление бизнеса? Со стороны власти отметим то, что были приняты беспрецедентные меры оперативной реакции. Это были особые льготные условия по налогообложению. Были предоставлены определенные кредитные линии, именно субсидированные, то есть доступные деньги, даже со ставкой ниже ключевой ставки Центробанка. Много-много таких организационных решений, благодаря которому гостиничный бизнес, в принципе, не просел во время пандемии. Многие гостиницы были превращены в обсерваторы, благодаря которым у нас определенная выручка, определенные трудовые затраты были закрыты за счет таких моментов. Но пандемия на самом деле в нашем регионе оставила очень большой след. В чем именно? Когда мы были закрыты все в квартирах, в своих домах, мы начали испытывать именно то чувство клаустрофобии, когда мы были закрыты не только от общения с людьми, но физически были закрыты в одном помещении. Это породило именно тот спрос, благодаря которому у нас появилось очень много объектов размещения. То есть маленькие турбазы, маленькие домики, где ты на лоне природы, не соприкасаясь с другими людьми, со своей семьей мог выдохнуть, наконец-то вырваться из квартиры и отдохнуть. Благодаря этому действительно у нас вокруг города Якутска появились, даже в Улусах появились очень много интересных и знаковых объектов. Еще пандемия также повлияла на то, что до этих событий у нас в основном туристические базы были предназначены для крупной группы, то есть от 10 человек, то есть это где отдых активный, выходного дня. То есть, да. Но во время пандемии появились очень много объектов, нацеленных на семью. На семью это уже совсем другой вид бизнеса. Это когда мы уделяем внимание к санитарным требованиям к маленьким детям или же к доступности к пожилым людям. Это уже совсем более комплексный подход к строительству туристических баз, появился иной подход. Качество сервиса было повышено, потому что одно дело, когда молодежь гуляет, другое дело, когда ты с семьей приходишь. С маленьких детей ты, естественно, на определенный вид сервиса не поведешь. Это как раз-таки дало толчок. Плюс во время пандемии мы начали понимать, что действительно, находясь только в своем городе, там, в той локации, где ты живешь, это немножко не то. Мы начали изучать, какой у нас край. Мы начали активно ездить по улусам нашего региона. К нам начали приезжать много гостей после того, как пандемия. И это отражается как раз-таки в статистике. Если до пандемийный показатель у нас пиковый был около 190-200 тысяч гостей, по туристического потока, то на сегодняшний год, даже по истечению летнего сезона, мы сейчас прогнозируем в районе 220-230 тысяч турпотока, показателей турпотока. Это уже примерно рост почти на 10-15%. Довольно-таки неплохо. Даже круизное направление у нас единственный оператор Талена Турфлот на 2 круизных судах, плюс еще на судах на водных лыжах. Они в начале сезона говорили, что ввиду текущих событий этого года у нас стоп пошел на иностранных туристов. Но сезон показал, у них загрузка была 100%. Картина клиента показала то, что у нас вот эту нишу, открывшуюся от иностранцев, покрыли наши жители. И очень много гостей, которые приехали сюда, к нам в регион, специально преднамеренно для того, чтобы отдыхать именно у нас в Якутии. И рост по сравнению до пандемийных показателей произошел именно по круизному направлению 21%. А если брать организованный туризм, то есть через туроператор, то есть возвращаемся к терминологии, что такое туризм. Туризм — это прежде всего маршрут. Это человек куда-то должен перемещаться. По пути он должен что-то смотреть. В этом направлении этот бизнес делают туроператоры. Выручка у официальных туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр туроператоров России, у нас от регионов 30 организаций. Их совокупная выручка, в принципе, также возросла на 20-25%, что показывает тренд о том, что Якутия, да, действительно востребована. 2 — это мы готовы принимать гостей, и 3 — это то, что у нас есть надежда на будущее.
Ну, то есть, как ни странно, пандемия сделала свой плюс, наверное, да, плюсовой вклад получается, потому что появилось привлечение, так сказать, туристов из других регионов, то есть обратили внимание на Якутию, можно сказать, внутри России. Абсолютно верно, потому что кризисная ситуация для бизнеса — это как раз-таки толчок для того, чтобы начинать переосмыслять свою бизнес-модель, в какую сторону смотреть и какие новые ниши открываются. То есть определенное то, что привычная часть, она закрывается, и люди уже начинают созидать, творить, искать новые подходы и выходы. И в этом плане наши местные бизнесмены очень хорошо сработали, и у нас сегодня есть очень много предложений, в рамках которых мы внутри региона можем отдыхать, притом достойно. Ну, вот как раз-таки о предложениях расскажите подробнее, какие сегодня есть льготные возможности, например, для путешествий по Якутии. А, Вот как я уже сказал, у нас возможности появились, во-первых, транспортные. Прежде всего, у нас очень большой регион. Если на карту смотреть, то если просто вырезать территорию Якутии и перенести на центральную часть России, это вся Россия, начиная от Белгорода до Урала, или от Каспия до Мурманска. То есть это все одна Якутия. Или просто взять циркуль, поставить его на Якутск и просто начертить 1500 километров вокруг, это все равно будет наш один регион. Поэтому путешествие в нашем регионе — это прежде всего транспортная доступность. Это дороги, это транспорт, на котором мы ездим. В этом плане, да, действительно, очень много дорог у нас обновилось. Действительно, даже вот федеральная трасса до Нерюнгри, она почти на 90% полностью уже из асфальта, что позволит нам привлекать гостей из соседних регионов. И также нам выезжать уже. Очень большой поток у нас пошел в приморскую сторону, в республику Бурятию. Наши местные жители уже начали ездить. В сторону Заречных улусов, Амга у нас уже также фиксирует максимальный туристический поток, благодаря тому, что точка входа в данный улус у нас идет только через одну дорогу, и они через данных ГИБДД фиксируют то, что вот машинами примерно столько-то прибыло, и их намного больше, чем в прошлом году, до пандемийный показатель. Отсюда уже истекает второй вопрос. Если у нас поток уже пошел, то есть спрос есть, поток пошел, в этом году очень много объектов начало строиться. Это как раз-таки дает нам ответ на тот вопрос, который все, везде, каждый житель задает вопрос. Дилемма: курица или яйца, что должно быть первее, инфраструктура или же поток? Многие полагают, 90%, даже 80%, по принципу Парето, 80% полагают, что у нас в Якутии сперва нужна инфраструктура, после этого пойдет поток. Но вот этот сезон этого года как раз показывает на то, что поток есть, спрос есть. А когда есть спрос, значит, есть уверенность для бизнеса в стабильной выручке на завтрашний день. Под это уже, когда есть уверенность, бизнес уже начинает настраивать свой, расширяться, строиться, появляются новые объекты общепита, гостиниц и иные новые сервисы, которые не присущи для нашего региона, и новые. А все, что новое, оно вызывает уже интерес. У нас в республике, например, из тех моментов, которые новых могу отметить, это парк Юрдел, вроде бы парк отдыха на частные деньги. В радиусе города было построено уникальное место. Они сперва начинали, ребята, как домики, как обычные туристические домики, а потом уже объекты аттракции появились. То есть там человек не просто ночует, там еще есть где, чем детям заняться, есть определенные активности для взрослых, для всех остальных. Потом появился следующим этапом у нас общепит с шикарным видом на город. Они полностью использовали ту локацию, которая находится, и в итоге получилось у нас прекрасный объект, где мы можем и на короткое время, и на выходной день отдохнуть, не выезжая так далеко, буквально за 20 минут. Также есть объекты у нас на Табагинском усу, так называемый ТРК «Северная мозаика». Там тоже объекты появились не просто индивидуально, но и как коллективные новые объекты. Тот же Норвей парк — это вообще новинка в нашем регионе, где мы активный отдых без обязательной покупки снаряжения можем использовать. Интересный объект появился у нас напротив Ленских столбов местности Батамай. Несмотря на то, что там цены соответствуют тому сервису, который они дают, притом это беспрецедентный сервис, который у нас в регионе есть, в этом сезоне от мая до конца сентября полностью овербукинг, то есть полностью все забито. Даже несмотря на то, что ты готов заплатить двойную цену, ты не можешь туда попасть, потому что все куплено вперед. Плюс сейчас у нас, возможно, немножко анонсирую, откроют завесу тайны. У нас за Покровском почти на 90% готов уникальный объект.
Это, простыми словами, если сказать, это целая деревня туристическая. Там очень много объектов, планы на второй, третий этап тоже шикарные. Это вкратце, если тизером скажу. Объект называется Нарада Виллидж, он откроется скоро. И вы об этом скоро во всех СМИ об этом узнаете. Ну, очень такой интересный анонс. Ну, а что там будет, может быть, подробнее расскажете внутри этой деревни? Если по-простому сказать, то там очень уникальные домики по архитектуре. Внутри все так хорошо, все так интересно, и данные хозяева подошли к этому делу со всей душой. То есть в туризме есть такая концепция, которая везде применима для России. Если местным хорошо, если хозяин туда влаживает свою душу, то для гостей уж точно будет 100% хорошо. И с этой точки зрения данный объект также построен. Там авторы, хозяева даже выбирали матрас, специально ездили на завод и специально сделали заказ именно специальных матрасов, именно для данных объектов. Там будет около 20 домиков как индивидуального посещения, так и коллективного посещения. Там будут теплые бассейны, даже минус 50 не надо ехать на ход, то есть там можно будет отдохнуть. Большой конференц-зал, где можно проводить банкеты, ресторан планируется, еще уникальные арт-объекты, общественное пространство, гаражи для посетителей. Все-все-все, в принципе, продумано для того, чтобы мы, не отходя далеко или выезжая на самолете из нашего региона, могли перенестись в совсем другую страну, но с нашим местным колоритом, с прекрасным видом на реку Лена. Также Ортодо-Иду комплекс. Они построили 3 новых уникальных домика, которых аналогов тоже в нашем регионе нету. Это модульные объекты, нестандартная фрейма, прямо полусфера. Классная архитектура, классное место, сервис тоже совсем уже другой. То есть мы отрадно то, что наши ребята, наш бизнес уже дают новый толчок, новый сервис, и благодаря которому, в принципе, дает нам стимул другим улусам создавать подобное или же превосходить данное. Ну, вообще можно сказать, что Хангаловский улус — это у нас туристический центр, там очень много объектов, но есть такая интересная статистика. Насколько мне известно, большинство якутян никогда не были на Ленских столбах. Вот почему так происходит, ну и как привлечь самих якутян посетить нашу, может быть, главную достопримечательность — Ленские столбы? Если смотреть статистику посещения по билетам Ленских столбов, парка Ленские столбы, то я не могу сказать то, что большинство якутян. Как минимум 45-48% якутян уж точно там были за тот момент, на который он уже превращен в национальный парк. Это с момента Михаила Ефимовича Николаева. На сегодняшний день парк является федеральным, потому что он является объектом ЮНЕСКО. Все объекты ЮНЕСКО у нас должны охраняться уже федеральным центром. Плюс это именно тот объект природы, который является уже визитной карточкой нашего региона. То есть если он объект ЮНЕСКО, это обязательное имиджевое наполнение со стороны ЮНЕСКо, это много объектов, которые могут там появиться. И да, тоже маленький анонс. На территории парка Ленские столбы строятся интересные тоже объекты, которых будет в следующем году. Их еще никто не видел. Ну, это летом, наверное, будет. Это будут круглогодичные объекты. Также сейчас у нас совместно с федеральными структурами прорабатываются проекты по оснащению самой местности Лабудя. Это подъем на скалу Ленские столбы. Много интересных проектов у нас планируется. Естественно, они требуют определенных капиталовложений, в рамках которых мы должны соответствовать тем требованиям, которые сейчас выставляют федеральные ресурсы. Но параллельно мы еще начали работать по некоммерческим организациям, которые, в принципе, готовы оказывать грантовую поддержку. Потому что, да, действительно, тут немножко соглашусь. Та инфраструктура, которая есть, она, естественно, не соответствует тому потоку, который сегодня есть, и который постоянно растет. Но, несмотря на это, действительно, Якутия — это история не про инфраструктуру. Якутия — это все-таки история про те впечатления, которые мы не можем найти в другой части России. Ленские столбы. Такие же столбы есть, в принципе, и в Красноярске, и на других реках. Но с такой протяженностью, с такой мощностью скал, с таким впечатлением есть только у нас. Да, ледники есть на Камчатке, такие же, как Булус или Улахантарын, но с таким масштабом и при такой температуре плюс 30, там таких нету. У нас Якутия
действительно это то место, где не требуется большой инфраструктуры, возможно, потому что это вторично перед теми впечатлениями, эмоциями, которые человек здесь получает. Даже мы местные, когда выезжаем в Амгу или в родной Алаз, мы вдохновляемся, мы получаем силу. Якутия действительно это место силы. Есть очень много священных мест, про которые мы местные особо громко не говорим и всем не говорим. Но есть определенные такие места силы, которые сами решают, принимать гостя или не принимать. Бывали случаи, когда в горах Киселях туристы просто на утро начинали чувствовать недомогание. То живот болит, то голова болит. То есть это уже означает, что священное место не готово их принимать, или они морально не готовы к этому. Таких мест очень много. И есть места, которые, в принципе, мы как местные должны сохранять его как первозданным, не превращать их на массовый туризм. Но это уже отдельная песня. Ну вот сейчас предлагаю представить такую ситуацию. Представим, что я житель другого региона, ну и собрался посетить Якутию. Составим небольшой топ 5 мест, где мне следует побывать, вот, чтобы, когда я приехал в Якутию. Давайте, скажите, пожалуйста. Немножко перефразирую вопрос, потому что когда человек задается уже вопросом, какие топ-5 мест посетить, он уже принял для себя решение. Давайте немножко пойдем еще вперед до принятия решения. Какие мета-сообщения, то есть какие концептуальные вещи, какие бренды двигают человеком для того, чтобы приехать в Якутию. Давайте так. Действительно, у нас Якутию от Москвы, если от центра брать, то лететь столько, сколько на Мальдивы. По стоимости примерно то же самое. Но что движет такими людьми, которые приезжают все-таки посмотреть Якутию? Это 5 направлений, 5 брендов. Первое, да, вначале абсолютно верно сказали, это холод. Но холод для большинства теплых регионов — это больше стресс, это больше негатив. Поэтому мы всей республикой должны культивировать и воспроизводить тему холода как волшебство. Что такое холод? Это же первый снег. Что такое снег? Это прежде всего ожидание Нового года. А что такое Новый год контекстно? Это ожидание чего-то нового, начать заново и попробовать еще один шанс. Это надежда. То есть холод мы должны преподносить как уже волшебство и как возможность исправить или же обновиться. Второй момент — это, да, алмазы. Алмазы — это то, что благодаря Творцу у нас на территории Якутии вся таблица Менделеева. Да, это то, что нам дано природой. Нам повезло. Но именно благодаря людям, которые здесь живут, алмазы превращаются в бриллианты. У нас есть очень много талантливых людей, которые превращают своими руками, своим творчеством, своим вдохновением. Очень много такого, что невозможно встретить на другой части планеты. Наши ювелиры, наши косторезы, шитье, народно-художественный промысел. Да, это история про людей. Действительно, у нас в Якутии живут люди про качество и про гостеприимство, потому что иначе по-другому нам не выжить. Третье направление — это еда. Если весь мир в сторону гастротуризма, если смотреть, вот, например, если я в Грузию поеду, это вкусная еда точно. Если хочу паназиатскую кухню, это Таиланд, Китай. Чем интересна Якутия на гастрономической карте Якутии, России? Тем, что если весь мир славится своей гастроисторией как термическая обработка положительными температурами, то Якутия — единственное место на Земле, где есть самый широкий выбор блюд, приготовленных отрицательной термической обработкой, благодаря которому это и есть то, что, в принципе, также привлекает туристов. Это возможно у нас именно из-за того, что у нас экстремальные морозы. Ну и плюс, благодаря короткому лету, все, что здесь живет и все, что здесь растет, она очень максимально концентрирует в себя все самое питательное ради выживания. Из-за этого у нас все, что здесь растет, и все, что мы употребляем в пищу, она намного насыщеннее по вкусу и питательнее, чем в другой части планеты. Это третье направление. Четвертое направление, да, действительно, как уже говорил, Якутия — это место силы, это сила духа. Человек, который сюда приезжает, он начинает переосознавать свою внутреннюю силу. И это история полностью освобожденная от любых конфессий. Неважно, какого вероисповедания наш гость. Здесь любой человек найдет ту силу духа, которую он
еще не раскрывал, не побывав у нас в Якутии. Это не только места силы, но и наша вероисповедание, она прото-религия. Она находит отклик в любых великих конфессиях, которые в мире есть. И это не оскорбление чувств верующих, это как раз-таки то дополнение, те ответы на те поиски, которые другие люди, неважно от каких вероисповеданий, могут найти здесь, именно в Якутии. И четвертое направление — это... Уже пятое. Ой, извиняюсь. Уже Пятое направление — это люди. Это не этника. У нас в республике живут 129 разных народностей, национальностей, благодаря, по отчетам переписи населения. Это поэтому выпячивать или акцентировать внимание на определенном этносе, который здесь проживает, это не совсем честно, не совсем правильно. Но здесь не важно какой то национальности, не важно какой то вероисповедание. Здесь люди, как раз, как я уже говорил, про качество. Людям интересно, как мы живем. Примером служит как раз видеоролики славы Панда Саха. То, как вроде мы местные начали смотреть эти ролики, говорили, ну что тут удивительного, вроде это обыденная вещь. Но миллионные подписчики, миллионные просмотры говорят о другом, о том, что как мы живем, это уже уникально. Мы должны показывать, как мы ходим с 2 стеклами в машинах, или как мы лед заготавливаем, приносим, как у нас, как мои дети говорят, на балконе мясо растет, рыба приплывает или утки прилетают. Это все то, что нас отличает от других жителей планеты. Вот 5 направлений, благодаря которым человек принимает решение приехать сюда. Но уже возвращаемся к вашему вопросу. 5 мест — это в течение какого времени необходимо посетить? Ну, в течение всего года, допустим, либо зимой, либо летом, неважно. Главное, вот 5 мест, которые самые интересные, на ваш Здесь взгляд, тогда и которые, может быть, стоит делать упор, когда приглашаете. Здесь тогда мы остановимся на таких объектах аттракций, которые есть у нас в республике. Действительно, есть физико-географические показатели. Это Ленские столбы, это то, что сотворено природой. Это уникальная местность. The Wall is Real, как в «Игре престолов», в принципе, тут аналогии можно также найти. Это объект Юсхатын также, потому что таких этнографических комплексов нигде в мире очень мало, которые показывают в таком масштабе. Это Эйва из «Аватара». Любые отклики из поп-культуры там тоже можно найти, которые исходят как раз-таки из нашего обихода, из наших традиций. Это царство вечной мерзлоты, уникальный объект творчества наших же людей, приспособленных к природе. То есть мы с природой наедине, мы с природой в дружбе и согласии сотворили такой объект. Это действительно наши рестораны, которые сотворены нашими же поварами, уникальные блюда, которые как традиционные, но с учетом современных веяний и использованием локальной продукции. Плюс, естественно, это прочувствовать нашу дорогу, нашу температуру. Это то, что мы не можем приватизировать или индивидуализировать. Даже когда ты выходишь с самолета, у нас здесь совсем другой воздух. У нас, благодаря тому, что очень холодно, то есть по физике, 6 класса мы знаем то, что воздух при отрицательном, он более сжатый, он более плотный. И когда ты вздыхаешь, у тебя легкие намного больше воздуха проглатывает. Это уже совсем другое чувство, которое в других частях России невозможно ощутить. Вот самое интересное, что вы сейчас описали 5 мест, которые можно посетить, в принципе, и летом, если летним туром, и зимой, в принципе, да, и получить, можно сказать, полный комплекс впечатлений Якутии и уехать, в принципе, так сказать, с пониманием, в принципе, да, как живут здесь люди у нас на Северном крае. Но относительно недавно получило развитие такое направление, как промышленный туризм. Вот расскажите, что такое промышленный туризм и вообще, как идет работа в этом направлении у нас в Якутии? В этом направлении работа должна вестись системно. Основа уже, в принципе, положена. Действительно, у нас сырьевая республика. У нас очень много, как мы говорили, вся таблица Менделеева у нас есть. Она, соответственно, добывается в разных масштабах. У нас много очень предприятий, которые занимаются именно добычей, благодаря которому мы сейчас совместно с ОСИ, есть такая организация, составили перечень предприятий, которые готовы принимать туристов в промышленность. Этот перечень включает почти 12, если не ошибаюсь, предприятий. Но вкратце, промышленный туризм прежде всего должен быть направлен на детей 9-10 класса. Это должны быть профориентационные туры.
То есть мы должны давать следующему поколению, которое колеблется, с кем я должен стать завтра, они должны посмотреть наяву, как все это делается. То есть промышленный туризм прежде всего должен отвечать на эти вещи. Естественно, если мы 80% туристического потока именно промышленного туризма будет направлен на детей, то 20% это именно те люди, которые хотят сменить или профессию, или просто хотят посмотреть, как это делается. То есть промышленный туризм — это вопрос именно, когда мы просто туризм, это мы отдохнуть, что-то новое получить. А промышленный туризм, он как раз-таки дает ответ на вопрос, как это произошло, как это делается. Я хочу сама посмотреть, например, откуда добываются алмазы, как они превращаются в бриллианты, как они вставляются уже в ювелирные изделия, и потом возможность уже приобрести. Ну, давайте поговорим про уже ставший брендом нашего региона фестиваль «Зима начинается в Якутии». Он уже начнется совсем-совсем скоро. Расскажите об особенностях этого года, что ожидает гостей нашей республики на этот раз. Немножко поюлить хочу. Зима начинается в Якутии, точно болар. То есть он точно будет. Будет проводиться с 28 ноября по 4 декабря. В течение этого времени, зима начинается в Якутии, это у нас плеяда мероприятий, основа которого, лейтмотив, он состоит из следующего. Благодаря наклону оси планеты, действительно, зима на северном полушарии начинается именно с территории Якутии. Так получилось. Таковы законы природы. И благодаря этому мы транслируем то чувство Нового года, волшебство Нового года, то есть вот эту зимнюю сказку мы преподносим каждым мероприятии, которое есть. То есть она красной нитью проходит. И основной посыл данного мероприятия в том, что действительно на Дальнем Востоке мы удивительный регион, мы единственный регион, который можем в полной мере показать все 5 брендов одновременно в рамках определенного событийного мероприятия. И основное мероприятие «Зима начинается в Якутии» — это фестиваль «Вкус Якутии», которое предназначено на повышение качества и уровня сервиса тех людей, которые взаимодействуют именно в сфере общепита. Да, действительно, мы приглашаем опытных шеф-поваров или экспертов из области гастрономии для того, чтобы они изучали, давали импульс нашим шеф-поварам, нашим официантам, нашим администраторам, как подавать, как сервировать, какие новые блюда приготовить, какую технологическую карту сделать. И самое главное, отвечать на вопрос, как мы, используя местную продукцию, можем сотворить шедевры мирового уровня. И здесь цель фестиваля «Вкус Якутии» — это как раз-таки сделать так, чтобы элементы якутской и арктической кухни, которые мы можем производить, появились у нас в каждом ресторане страны, в каждом ресторане мира. Так же, как чебуреки мы знаем по всей России, знаем, откуда они родом, знаем, что такое суши, откуда они родом. И то же самое, якутские элементы якутской кухни, они должны быть также визитной карточкой, объектом аттракции для того, чтобы люди приезжали и пробовали исконный вкус у нас. Плюс мы в этом году действительно благодаря событиям убрали и исключили массовые направления, да, действительно сейчас неуместно, но мероприятия, которые предназначены для детей, мы оставили. Потому что дети — это наше будущее. Мы детям, несмотря на любую внешние факторы или внутренние факторы, должны всегда давать надежду на будущее. Надежду на то, что завтра будет хорошо. Надежду, когда ты вырастешь, у тебя будет намного лучше. И благодаря этому мы оставили фестиваль «Бриллиантовые нотки» для детей, конкурс авторской песни и те мероприятия, которые показывают умение и наш культурный код. Это выставки авторских кукол. Во всех музеях у нас будут проходить уникальные экспозиции, которые показывают именно нашу уникальность нашего края. Плюс в кинотеатрах будут показы якутского кино. Это также одна из элементов аттракции нашего региона. Плюс будут проходить в ведущих театрах города уникальные спектакли, также с нашим колоритом нашего региона. Ну и кульминацией всего является, естественно, зажжение елки. Первой елки в стране. У нас будет телемост с городом Новосибирск, который в этом году является новогодней столицей России.
И по традиции, которая исходит от нас, от нашего региона, от Якутии, символ холода, властелин и хранитель символа холода, Чисхан, он будет передавать данный символ, и благодаря которому мы возьмем право зажигать елку, и данное право мы также дальше передадим уже Новосибирску и по всей стране. Дмитрий, ну, спасибо, ждем с нетерпением, конечно же, фестиваля «Зима начинается с Якутии» в очном формате, потому что уже очень соскучились. Спасибо, Дмитрий, что нашли время, пришли к нам за такую интересную информацию о развитии нашего туризма. Желаем вам успехов в ваших начинаниях, ну и чтобы все у нас, чтобы все у вас и у нас обязательно получилось. Обязательно, спасибо. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.